Хатырызко телехопшца, Харая Цахцут Ишия Шуйцо Айфир, Жларбжарапе пресс-центр, Аусура Ялагой. Международный пресс-центр продолжает свою работу. Обснал храткомиссия Хадахан Певю Дмитрий Маршан, Яхзейтихуйт, Жа Сатрзы, Зыбжастахю Ауапсыра, Архабхазара Ахензанейху. Председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан объявит данные о ходе голосования и о явке к 18 часам. Уважаемые гости, уважаемые журналисты, к 18 часам сегодня у нас проголосовало уже чуть более 55% наших избирателей по Республике Абхазия, по всей стране. По округам: первый округ города Сухум 50% ровно, второй округ 51%, третий округ города Сухум 40%, четвертый округ 52%, пятый округ 56%, шестой округ 48,5%, седьмой округ 50%, восьмой округ 46% и девятый почти 60%. Итого по городу Сухум, так же как и по всей стране, 50% выходит цифра. Вот, к 18:00. Что касается Гагарского района, 10-й округ 51,5%, 11-й округ почти 60%, 12-й округ 48,5%, 13-й округ 38%, 14-й округ почти 60%. Итого по городу Гагра и Гагарскому району также наблюдается одинаковое количество явки 50%. Что касается Кудаутского района, 15-й округ 59%, 16-й округ 58%, 17-й округ 63%, 18-й округ 56%, в 19-м округе 57%, 20-й округ 66%, а также в 21-м 65%. Итого по Гудаутскому району самая большая явка по районам, если смотреть, здесь чуть более 60% проголосовало. Так, Сухумский район, 22-й округ 59%, 23-й 55% почти. Вот. По Гульрыбскому району у нас получается 24-й округ 56%, 25-й округ 55%, 26-й 52%. Итого по Гульрыбскому району почти 55%. Что касается Ачамчирского района, 27-й округ 63,5%, 28-й также 63,5%, 29-й 62,5%, 30-й округ 57,7%, 31-й 61,5%, 32-й 45%. Итого по Ачамчирскому району 57,5% проголосовало. Чуть меньше, чем в других районах. Так, что касается Кварчельских округов, это 33-й, там 51%, и 34-й 35,5%. Итого 45-46% по Кварчельскому району. По Гальскому району единственный округ, 35-й, там 65% проголосовало к 18 часам. Что касается участков за пределами Республики Абхазия, на территории Российской Федерации, в Москве проголосовало к 16 часам 2240 человек, в Черкесске 1688. Итого по республике в процентном соотношении получается чуть более 55%. Можно сказать, что выборы в целом уже они состоялись, потому что первый тур у нас 50% порог явки.
Вот. А в количестве людей получается 79 тысяч, 19 человек проголосовало на наших участках. Это к 18:00. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? интернетте исутта информация Аҟәа район ԥсҳәы ақыҭаҟны алхрақәа шьақәгылеит ҳәа уи адагьы заалҵтәи рылҵшәақәа атәы адырбоит. Шәара абри ахҳәаа зызур ҳҭахын, алхратә ҭыԥқәа ишдыру еиԥш асааҭ жәытә рзоуп инадырго. Иабанӡаиашоу закәанла заалныстәи алҵшәақәа ртәы аҳәара ҭабуп. Пока к нам достоверных информаций такого рода не поступали, потому что там участок у нас высокогорный, к нам должны привести наши протоколы, потом мы можем точно сказать, потому что без подлинных документов мы комментировать это не можем. Пока официальных у нас таких обращений не было. Вы обещали прокомментировать ситуацию, связанную с задержанием гражданина Абхазии в аэропорту Адлер. Понял, да. 6 часам, к 5 часам, не знаю. Что касается наших граждан, Бараса Куджба, мы связывались, я вам тогда тоже подчеркнул, что с послом Абхазии в Российской Федерации, также с министром иностранных дел. Они мне сказали о том, что ему не дали возможность выехать из Республики Абхазия. Но я для себя уточнил, там немножко недостоверная информация была. Они его выпустили из Российской Федерации, он сегодня находится на территории Республики Абхазия, но депортирован по нашей информации. Дело в том, что он официально не обращался, мы по своим каналам узнали о том, что он депортирован, вот, но официально пока он никому не обращался. Что касается того, что посол выходил на своих коллег, они ему сказали, что разберутся в этой ситуации, но пока еще никаких новостей нет. Но сам гражданин Абхазии, он находится на территории Абхазии. Вот. По поводу репатрианта, я, насколько знаю, один Ашуба, вот, за других пока достоверной информации нет. Он был задержан в аэропорту. Я, насколько смог уточнить, он был задержан в аэропорту, и у него также депорт. Вот. Он тоже официально никому не обращался, но есть документ о том, что он на 10 лет депортирован. По какой причине в данных документах не разъясняется. Давайте пригласим председателя комитета по репатриации. Я знаю, что у него есть более полная информация. Да, сейчас мы статистические данные, у меня пресс-секретарь, он данные даст, и потом уже вернемся к этому вопросу. Скажите, пожалуйста, за все это время проведения выборов, есть ли все-таки, зафиксировано ли нарушение, потому что в разных анонимных, к большому сожалению, каналах выступают наблюдатели международные, делают очень серьезные заявления о нарушении законодательства Республики Абхазия. Видимо, они с ним очень хорошо знакомы. Скажите, пожалуйста, какие-либо заявления от наблюдателей и вообще по участкам и округам поступали ли в ЦИК? Если поступали, о чем шла речь? И как вы планируете на них реагировать? Что касается заявлений международных наблюдателей, пока официально к нам никто не обращался. Вот. Если они это озвучивали, то я думаю, что их мнение вам известно, но пока они официально нам в Центральную избирательную комиссию не докладывали. Скорее всего, у них брали комментарии на местах, на участках, в округах, где они проводят свой мониторинг. Надеемся на их объективные данные. Вот. Что касается нарушений, те нарушения, которые были зафиксированы, они больше носили уведомительный характер, потому что, опять-таки, возвращаюсь, это по всей Республике Абхазия, есть дополнительные списки проголосовавших. По ним много вопросов у наблюдателей. Дело в том, что фиксировать можно,
дополнительные списки, но там есть персональные данные. Чтобы их не фотографировали, мы дали возможность, это закон гласит о том, что они имеют право ознакомливаться с этими списками. Но чтобы все было прозрачно, мы дали возможность имя, фамилия и отчество граждан, которые в дополнительный список попадают, чтобы их могли выписывать. Потому что по букве закона они имеют право ознакомливаться. Вот. Там не расшифровано, когда они ознакомливаются, могут выписывать или нет. Но для прозрачности мы такое право им предоставили. Я думаю, что это не нарушает права, учитывая, что не выписывают персональных данных с паспорта. Вот. Но в этом плане мы не ограничиваем и реагируем вовремя. Какое количество людей получили удостоверение для голосования? Потому что, насколько мне известно, и сегодня в ЦИК люди обращались. Есть окончательная цифра? Аляс, данные узнаем. Дело в том, что по удостоверению на право голосования до сих пор идет выдача. Она будет продолжаться практически до закрытия избирательных участков, чтобы дать людям возможность проголосовать. На сегодняшний день более 2000 удостоверений на право голосования уже выдано. Более точные цифры мы вот, когда будем объявлять уже итоги по явке предварительные в 9 вечера, мы уже сможем сказать. Есть вопросы, коллеги? Я прошу прощения, еще хотел бы добавить здесь для журналистов немного данных. Дело в том, что из всех округов он у нас является самым большим по численности, поэтому, однако явка по нему самая низкая, это избирательный округ номер 13, который находится в Гагрском районе. Это центр города Гагры территориально. На нем проголосовал 38% избирателей, он прям выбивается из общей картины. Это первое. И второе, количество в абсолютных цифрах избирателей, проголосовавших по районам. Значит, по городу Сухум более 22 тысяч, по Гагрскому району более 14 тысяч, по Гудаутскому более 15 тысяч, по Сухумскому более 3300, по Гулрыбскому району более 7 тысяч, по Ачамчирскому более 9, по Тхварчалскому более 2500 и по Галскому более почти 1300 человек. И хотелось бы отметить еще один момент. Количество дополнительного списка по всей стране на сегодня на 18:00 составляет около 6500 избирателей по всей стране. Это примерно от количества проголосовавших около 10%. То есть примерная цифра, которая у нас всегда и есть. Коллеги, есть вопросы? Если вопросов нет, то данные о ходе голосования и явки объявим в 20:30. Сейчас мы уйдем на рекламную паузу. Следом пригласим председателя Госкомитета по репатриации Вадима Харази. Вы сможете задать ему вопросы. Спасибо.